Ревизия начинается на Театральной площади. Здесь заменили старое бетонное покрытие на брусчатку. Общая площадь ремонтируемого участка – 616 квадратных метров. Сумма выделенных средств – 888 тысяч рублей. 5 лет у нас гарантия на данную площадку. Но и повторю, что мы рассчитываем, что вот именно в этом качестве она, конечно, проработает долго и будет служить не так, как у нас порой имело место быть в предыдущие годы. Почти 15 миллионов рублей выделили на асфальтирование тротуаров. Старое покрытие подрядчик уже заменил перед корпусом Сыктывкарского госуниверситета. Здесь же установили новые бордюры. На кольце, помимо этого, убрали излишние рекламные конструкции, привели в порядок канализационные люки. Впереди установка сигнальных столбиков и укладка специальной тактильной плитки. Она повысит безопасность пешеходов с ограниченными возможностями. Последняя точка инспекции – площадка возле поликлиники номер 3. Тут работы в самом разгаре. Вместо изрядно разбитой брусчатки здесь появится свежий асфальт. Мэр Сыктывкара отмечает, несмотря на мелкие недоработки, в целом работу ремонтников он оценивает положительно. Считаю, что подрядчик работает в срок. Понятно, что, так сказать, дождливая погода внесла свои коррективы, определенные волнения были. А несмотря на то, что срок контракта у нас 30 августа, мы поставили задачу, ее выполним, закончить эту работу к Дню Республики. Подрядчик, так сказать, также понимает, что это лицо города, что это центральная его часть. И, так сказать, пошел нам навстречу. И на сегодняшний момент думаю, что, так сказать, процентов на 95 мы получили то, что мы хотели. К слову, все работы идут исключительно за счет муниципалитета. Деньги со стороны город не привлекал. Отметим, что развитие инфраструктуры – один из приоритетов нынешней администрации. Поэтому ремонты продолжатся и в следующем сезоне. Сергей Туркин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.